21 июля в ходе съезда организации Общественный союз ветеранов и граждан Абхазии «Аяйра» с приглашением политических и общественных партий герой Абхазии Ливан Мика объявил о начале работы общественной кампании по защите суверенитета Абхазии. За 2 месяца работы кампания трансформировалась в комитет, который 15 сентября провел расширенную встречу с участием ветеранов войны, депутатов парламента, общественных деятелей и молодежи страны. Открывая собрание, Ливан Мика напомнил, что уже состоялась встреча президента Аслана Бжания с ветеранами и представителями общественных организаций. Главная тема обсуждения – дальнейший статус госдачи Пицунда. И мы в ходе этого процесса, ветераны, встречались с президентом, где все опасения попунктно, с чем мы не согласны, высказали на этой встрече. В ходе этого обмена мнениями президент предложил создать комиссию юристов, которые бы консолидированно выработали бы точку зрения, которая была бы приемлема для всего общества. На этом мы разошлись. Но вчера у меня было глубокое разочарование на встрече президента и оппозиции, где устами главы администрации было сказано, что это всего лишь некий дискуссионный клуб, да, где юристы просто обменяются своими мнениями. Мне кажется, это смысловая подмена договоренности, которая у нас была. Договаривались об одном, а по результату получилось совершенно другое. Я думаю, что мы еще прореагируем, наши юристы прореагируют на это, мы или на пресс-конференции, или выступление сделаем, где расскажем об этой встрече и о тех договоренностях, которые были между юристами. Но мне кажется, что не должно быть в таких важных экзистенциональных вопросах судьбы нашего народа вот такие манипуляции, такие подмены. Ливан Мика отметил, власть сильно торопит события, пытаясь как можно быстрее создать условия для ратификации договора по Пицунде. А всех противников ратификации, которые просят отложить рассмотрение данного вопроса, либо вовсе снять его с повестки заседания парламента, объявить антироссийски настроенными. Наша власть ведет к тому, что они понимают, что народ возмущен, что в день, когда будет в парламенте приниматься это решение, народ соберется и скажет свое мнение, да, их будет много. И тогда будут стоять камеры, естественно, все это будет сниматься, и этот сход хотят представить как антироссийский, и по всем информационным каналам это показать. Я думаю, замысел только в этом – превратить наше движение, которое является, по сути, за суверенитет, не против России, а как раз мы все союзники России, мы все переживаем за судьбу России вместе с ее сынами, мы рядом с ними воюем. То есть представить наше движение как антироссийское. Я хочу официально вот здесь, с этой трибуны, с этого собрания сегодня сказать, если такая подача в международных официальных информационных агентствах будет, это на совести сегодняшней власти. Этого допускать нельзя, ни в коем случае. Пусть президент отзывает, не допускает до того, чтобы народ был возмущен, собрался у стен парламента. Пусть не допускает. Это политическая ошибка подставлять свой народ. Доктор исторических наук Гурам Гумба призвал все стороны найти общий выход из сложившейся ситуации, руководствуясь в первую очередь интересами Абхазии и ее народа. В результате необдуманного действия руководства наше общество вновь вступает
острую фазу кризиса. Поводом послужило, как вы знаете, соглашение о передаче Пицунской дачи Российской Федерации, которое вызвало острую отрицательную реакцию большинства населения Абхазии. Отрицательную реакцию не сам факт передачи Пицунской дачи Российской Федерации, а Пицунская дача безвозмездно, бессрочно и так находится в пользовании Российской Федерации. И ни одного человека вы не найдете в Абхазии, который был бы против этого. Отрицательную реакцию вызвало те пункты соглашения, которые ущемляют государственный суверенитет Республики Абхазия и являются очень опасным прецедентом для нашей будущей государственности. Государство – это организация. Ее законы и конституция распространяются только на ту территорию, на которой действуют ее законы и конституция. Ее суверенность как раз и определяется, что никакие другие законы другого государства на этой территории не могут действовать. Собственно, поэтому и создаются границы между государствами, чтобы определить юриспруденцию, на какой территории распределяется юрисдикция того или иного государства. Здесь не надо быть юристом, чтобы увидеть, что здесь нарушается суверенитет Республики Абхазия. Согласно статье 6 соглашения, где сказано, что Российская Федерация использует объекты, земельные участки, морскую акваторию, участок морской акватории в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все, на этой территории перестают действовать законы и Конституции Республики Абхазия. И уже не важно, как эта дача будет использоваться. Будет охрана высшей государственных служб против Абхазии или за Абхазию, будет там курортный, это уже не важно. Это территория, если на этой территории не действуют законы Абхазии, эта территория уже не принадлежит государству Республики Абхазия. Сначала необходимо определиться с принципами, отметил историк и политолог Астамур Тания. В этом вопросе свое слово должны сказать интеллигенция и научный мир страны, считает Тания. Они должны определиться с принципами, к чему мы стремимся, чего мы хотим. Мы пока на эти вопросы не дали сами себе ответа. Мы реагируем, Пицунда – это просто эпизод. Даст Бог, мы его благополучно в интересах нашего народа решим. Вот. Но это не снимает больших задач. Вот. Мы должны определиться с принципами, что мы хотим в области экономики, что мы хотим в области политики, что нам нужно, чтобы существовала и экономическая, и политическая база для дальнейшего развития нашего народа. Спикер Народного собрания 6-го созыва Валерий Кварчо рассказал о том, в каком виде и когда документ попал в парламент страны. По его словам, 6-й созыв не ратифицировал бы соглашение по госдаче Пицунда в той редакции, в которой сегодня предлагает руководство страны. Прежде всего речь идет о нелегальной продаже земель Абхазии, а также о передаче в собственность Российской Федерации объектов на территории Республики Абхазия, в частности, Пицунской госдачи. 9 сентября 2021 года на имя спикера и всех депутатов Народного собрания поступило открытое письмо за подписью около 2000 граждан курорта Пицунда, в котором осуждается постановление Кабмина Республики Абхазия и проект соглашения. В целом, постановление Кабмина и проект соглашения не нашли поддержки парламента. Было признано, что они нарушают положение Конституции и ряда законов Республики Абхазия. Депутаты выступили за сохранение действующего абхазо-российского соглашения 1995 года, по которому Пицунская госдача находится в бессрочном и безвозмездном пользовании Российской Федерации. Однако, спустя 4 месяца после этого обсуждения, без учета мнения парламента и общественности, без обсуждения вопроса на Совбезе, представитель правительства нелегально подписывает в Москве 19 января 2022 года вышеназванный проект соглашения. Документ, который был направлен прежде всего в парламент, и спикер отписал именно на мой комитет лично, это прежде всего было не соглашение, а был проект соглашения,
проект и подписан был руководителем администрации президента Алхасан Квициня. К этому времени, пока мы его изучали, естественно, еще и пришли письма за подписью граждан города Пицунды, которые были возмущены данным проектом. Еще раз говорю, это был проект. И в этом проекте было четко написано «для ознакомления в парламенте». Не для ратификации, а для ознакомления. После этого мы провели комитет, который вызвал бурную полемику, где присутствовал Беслан Кубрава. Потом мы все вместе, часть депутатов парламента, поднялись к спикеру и сказали, что вы передайте президенту, что подобный документ, если поступит это соглашение за подписью, мы его рассматривать не будем и ратификацию его поддерживать не будем. Представители молодого поколения республики также высказали свою точку зрения в вопросе госдачи Пицунда. Неделей ранее молодые люди вышли на улицы Сухума с протестом в адрес возможной ратификации соглашения в новой редакции. Мы представители инициативной кампании «Харах Пицунда». Молодые, но абсолютно полноправные граждане Республики Абхазия. Сегодня мировая культура предоставлена открыто и, возможно, для оценки как никогда раньше. Именно поэтому мы имеем возможность высоко оценить нашу собственную самобытность и уникальность. Однако мы считаем, что достаточно ссылаться на один важный конституционный принцип. Территория Республики Абхазия целостна, неприкосновенна и неотчуждаема. Отчуждение 186 гектаров заповедной зоны данный принцип нарушает напрямую. На рассматриваемой территории можно разместить более 200 сухумских стадионов «Динамо». В процентном соотношении с территорией Российской Федерации данная территория эквивалентна городу Сочи или Севастополю. Данная отчуждаемая зона сопоставима с территорией 4 Ватиканов и целого Монако. Депутат парламента Адгур Харази отметил, соглашение по госдаче Пицунда в новой редакции дает возможность образования объекта другой страны на территории Абхазии, на которой у нашей республики просто не будет прав. شربشس أدونيت جراكر على حومة أحنتكر ينزق مشن أجا يريخت نيتها أدونيت قمدس تويزا أبيابسا يخح قص الزلطة هرا خدسخ حور تزوج زمي هرا حتيت خنزقك رقنزة وعبسرة رخزة كرتزة بسنرة حلقة خلا الزيوحر حاقتنا خلا بنتكرر قتلا إيكونوميكا قتلا إيكونوميكا لوكا политика знала шакала قتا شمز. В ходе собрания против ратификации соглашения выступили депутаты парламента Кан Кварча и Димур Гоги, общественный деятель и поэт Геннадий Алами, ученый Алина Ачба. Итогом собрания общественности стало принятие резолюции, которая гласит объявить о начале подготовки к проведению съезда абхазского народа и создания комитета по его подготовке. Также резолюция содержит просьбу к парламенту страны не выносить на заседание сессии вопрос ратификации соглашения. Завершается резолюция требованием к президенту Абхазии отозвать проект закона о ратификации соглашения по госдаче Пицунда. Анастасия Никонова, Сосрыва Гухава, Абазатовая.